курортном поселке Домбай собралось более 40 лучших ребят со всех регионов Северного Кавказа. Они прошли конкурсные отборы, впервые приняли участие в симуляционных играх 2014 в качестве тренеров и участников. Симуляционные игры – это своего рода политическая лаборатория, в которой мы можем опробовать различные стратегии или разрешить какую-либо проблему, а затем вывести итоги из игры в реальность. Всем салам алейкум. Мы находимся в прекраснейшем месте в Домбае, где проводятся симуляционные игры. На самом деле это очень интересная вещь и очень интересная игра, где просто неимовернейшее количество эмоций получаешь и колоссального опыта. В симуляционных играх моделируется реальность. За основу взяли определенную область жизни. Придумали несуществующую страну Уикленд, где проживают несколько племен. Они ведут борьбу за территорию и золото. У каждого свои взгляды и идеология. Участники могли представить себя в разных ролях – министры, вожди племен, журналисты и даже военнослужащие. У всех в этой игре свои цели, ради которых они должны пойти на многое. Я больше узнала о себе и ребятах, с которыми мы работали. Ты глубже понимаешь специфику каждого народа, особенности менталитета. И это дает нам возможность для более эффективной коммуникации. Координатор проекта Расул Найманов стал участником симуляционных игр 3 года назад. Делиться опытом с более юными участниками игр он смог только сейчас. В этот раз Расулу удалось получить грант на реализацию проекта Черноморского фонда регионального сотрудничества Black Sea Trust. Он уверен, метод симуляционных игр развивает коммуникативные навыки, лидерские качества и учит работать в критических ситуациях. Если вы хотите проработать какую-то конфликтную ситуацию, для того, чтобы если, не дай бог, случится так, что произошел какой-то конфликт, и люди, которые с ним столкнулись, не оказались, не спасовали, только потому, что у них не было опыта, и они очень сильно запаниковали, то благодаря этой симуляции можно дать попробовать, дать понять, что может быть конфликт, это не так уж и плохо. Конфликт — это то, что позволяет развиваться и двигаться вперед, и стало быть, бояться его не надо. Бессонные ночи, куча исписанных флипчартов, ежедневные мозговые штурмы позади. Теперь уже обученные тренера разъедутся по домам. В своем регионе они смогут провести подобные игры для развития таких инновационных направлений во всем Северокавказском федеральном округе. Ирина Дзабаева, Азамат Битаров, Осетия ТВ.